Поехали. Друзья, мы в замечательной студии Револьт-центра, и мы начинаем первую передачу, надеюсь, что не последнюю, которую мы озаглавили, назвали «Отрицательный отбор». Что такое отрицательный отбор? Это когда вверх поднимаются худшие, а лучшие опускаются, уезжают, выдавливаются, в общем, не имеют никаких перспектив. Я утверждаю, я с уверенностью утверждаю, что ровно такой процесс много лет уже идет в нашей республике Коми. Я бы обозначил точку начала этого процесса со времен ухода Юрия Алексеевича Спиридонова, который любил выдвигать и продвигать сильных, не боялся такого соседства. С тех пор, как он ушел, этот процесс необратимо увеличивается и приобретает катастрофические масштабы, угрожая вообще нормальному существованию сотен тысяч людей, которые живут в нашей республике. Некоторые говорят, что ну да, это север, люди не очень хотят жить на севере, люди уезжают на юг, но я категорически не согласен с такой постановкой вопроса, потому что тогда почему люди живут в Исландии, почему люди живут в Норвегии и почему должны люди уезжать из Коми? Я уверен в том, что север как раз и отличается тем, что здесь вообще во всех северных странах очень хорошие и очень умные люди. И когда порождается человеческая среда, то на севере, помимо того, что и так тяжело жить, становится жить совсем невыносимо. У нас идет отрицательный отбор, и мы хотим поговорить об этом, и это необходимо обсуждать. Надо понимать, что у нас происходит, почему у нас это происходит, и можем ли мы каким-то образом это остановить. Сегодня в нашей студии вместе со мной, Леонидом Зильбергом, я не представился, я Леонид Зильберг, издатель интернет-журнала 7 на 7, и вместе со мной Игорь Максимов, главный инженер и первый заместитель директора предприятия Коми коммунальные технологии. Добрый день, Игорь. Добрый вечер, Леонид. Спасибо, да, что... еще, да, вечер, день. И мы будем говорить о том, что происходит, ну в частности, происходит с Игорем, и вообще в его сфере, в сфере энергетики, а мы же, наша страна же, мы же энергетическая сверхдержава, и энергетика, тем более для Коми, это очень важная сфера. Игорь – это тот человек, которого уже 2 года как увольняют. То есть в 2018, как я понимаю, году к нему пришел заместитель главы Константин Лазарев и сказал: у тебя фамилия Максимов, увольняйся. Вот хочется спросить вообще, как это было и почему это стало? Ну, во-первых, добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья, телезрители, кто смотрит канал. Спасибо, Леонид, что пригласили меня на такую передачу. Я первый раз, конечно, участвую. Может быть, есть небольшое волнение, но думаю, в ходе с таким замечательным руководителем проекта мы справимся с этим. Вот. Как это началось? 4 июня 2018 года меня, как главного инженера, первого заместителя Коми коммунальных технологий, пригласил заместитель министра Республики Коми Лазарев Константин Григорьевич. Заместитель главы? Министр энергетики. Вот. И, значит, прямо сходу мне сказал: надо написать заявление по собственному желанию. На вопрос, с чем это связано, что я плохо работаю: нет, работаешь ты отлично. Твоя фамилия Максимов. Я говорю, я не совсем понимаю тогда связь, какая может быть связь. Это распоряжение главы республики. Я говорю, хорошо, я сейчас съезжу в Москву, уточнюсь, в чем дело, да, то есть и вам отзвонюсь, расскажу, что вообще происходит. И перед этим я хочу сказать, что с нашей семьей немножко произошло, будем говорить, не очень приятные новости, да. Моя супруга была уволена по утрате доверия. Это самая страшная статья, которая может быть для человека, который умеет и любит работать. С последующим штампом 4 года, значит, не занимать должности в руководящем составе. К этому мы, может быть, вернемся, хотя сейчас передача не о Ларисе Владимировне, да, и я не могу судить сейчас как супруг, и как человек, да, ну, это немножко нужно позже сделать, если к этому мы придем. Вот.
В СМИ была организована, будем говорить по-русски, травля нашей семьи. Еще даже не произошло увольнение, а 28 числа многие СМИ уже рапортовали, что, значит, Лариса Владимировна уволена по недоверию. Вот. Я вернулся из Москвы, да, то есть, вернее, я когда с Лазарем проговаривал, да, я сказал: Константин Григорьевич, вы перестаньте травить-то семью, да, то есть хотя бы СМИ, давайте мы как-то решим вопрос, потому что это все неправильно. Он говорит: хорошо, давай я переговорю с главой, да, и уточню у него формулировку. Он сходил к главе, глава говорит: пусть работает пока. Пока меня не устроило, естественно. Вот. Буквально через неделю мне попытались в кабинет подбросить взятку. Я вызвал секретаря, то есть открестился от этого. Потом 2 раза попытались мне, значит, подбросить взятку уже в машину. Я подошел к директору и сказал, что директор у нас был Тимушев Николай Иванович, это очень уважаемый директор, как говорили, из бывших красных директоров, да, то есть такой закалкой по жизни прошедший, действительно уважаемый человек, хоть и специальность у него была на тот момент геолог, но он, в принципе, владел всеми административными приемами руководства. Он говорит: хорошо, тогда иди в отпуск, передохни, посмотри, то есть, и, может быть, вопрос сам собой разрешится. Ну вот пока как-то так. Ну, то есть произошло на самом деле, как я представляю себе, вот что. По этой семье просто прошлись катком административным. Да. То есть, значит, супругу Игоря уволили, а она, ну, по общему признанию, была одним из лучших, если не лучшим специалистом в том правительстве, потому что в том правительстве вообще, во-первых, было мало хороших специалистов, а те, которые были, мы с сожалением, с большим, мы вспоминаем умершего Николая Николаевича Герасимова, да, те, кто действительно были специалистами. Леонид, я вас по ходу тогда добавлю. Я сказал бы, что это люди были государственники, понимаете. Сегодня достаточно много специалистов, да, но в республике они уменьшаются катастрофически, о чем вы и говорите. Но государственников и специалистов, их можно пересчитать по пальцам. Это и Герасимов Николай Николаевич, это и, ну, если вот из нынешнего, да, то есть Марина Истиховская, да, которая отстояла свое доброе имя. Значит, это и Галина Изяславовна Рубцова, сегодня находящаяся, ну, будем говорить, в правительстве. Да, ну, конечно, и Лариса Владимировна. Ну, вот, те люди, которые действительно государственники, которые болели за дело и которых сегодня катастрофически не хватает республике. И очень интересно вот что. В том, что Игорь работал в коммунальных технологиях, которые каким-то боком имеют отношение к республике, нашли конфликт интересов между Ларисой Владимировной, которая была первым замом, и, значит, ну, ее супругом. Между тем, если посмотреть вот эту структуру, то между ними были просто десятки людей, и тогда вообще просто, если человек занимает какую-то должность в правительстве, то его родственники не могут, скорее всего, работать нигде. Вот. То есть это просто смехотворная история, но, в общем, вряд ли мы будем на этом останавливаться. Расскажите, вот коммунальные технологии, я так понимаю, что эта история связана с теми активами, которые были, не знаю, как это назвать, конфискованы у бывшего вице-главы Рамаданова. Что это такое? Как вообще это, что это было? Ну, вообще, это, как республика, она вообще первая в списке идет всегда, то есть тех новейших, как в налоговых преобразованиях, так и здесь. Одна из первейших, кто консолидировал частные энергетические активы в активы государственные. То есть коммунальные технологии были созданы в 2015 году из 4 компаний: РГК, РСК, БЭК. Туда входит, на сегодняшний день она обладает 30% рынка. Здесь идет как транспортировка, так и производство электроэнергии.
ТЭЦ Сыктывкарская, работающая на отходах. ТЭЦ Сыктывкарская, работающая на отходах, 4,85 мегаватта выдающая. Это по берегам рек дизель-генерация, неценовая зона снабжения людей электроэнергией. Это в районе 18 мегаватт. Ну и остальная республика. Вот. Если, например... Достаточно? Ну, да, значит, суть тут вот в чем. Значит, то есть создали вот этот объединенный актив. Вот Игорь упомянул вот этого самого Тимушева, который был компетентный и опытный директор. Но Тимушева уже нету. И, значит, бывший руководитель администрации, там он был руководителем администрации Порядин, приводит туда своего человека. Этот свой человек приводит туда своих людей, все люди, не имеющие никакого отношения к республике, и я так понимаю, они там до сих пор работают. Так ведь это, да? Да, я вам больше скажу, они даже не имеют энергетического образования. Ведь какой замысел был у тогдашнего правительства, когда организовывалась вообще государственная компания? Да? На сегодняшний момент 100% активами владеет Министерство имущественных отношений. Да? То есть, ну, это республика, 100% практически. Соответственно, то есть это была конкуренция для частных компаний. Если мы возьмем Печорскую ГРЭС, на которой я отработал 18 лет и прошел все должности от слесаря до руководителя, то сегодня название ГРЭС не совсем правильное. Почему? Я объясню. Государственная ресурсная электростанция. Ну, в многих интернетах. Правильное название ЧРЕС. Да. Сегодня она уже давно не государственная, да, энергетика, к сожалению. Она ЧРЕС. Да, совершенно верно. И здесь, то есть как республика, да, то есть она смотрела очень перспективно на то, чтобы, во-первых, подобрать те активы, которые, ну, подобрать, я в кавычки ставлю, у тех организаций, которые сегодня не имеют права эксплуатировать данные компании. Я вам небольшой пример приведу, до чего у нас в энергетике дошло. Вот, допустим, котельная в Водном. Ну, на сегодняшний день не могу сказать, но по предыдущим, поскольку я и этими вопросами занимался, теплоснабжения республики, она принадлежит четырем лицам. Вы можете представить себе, энергетический объект принадлежит 4 физическим лицам. Дым труба одному, дымососа, не буду говорить, да? То есть это нонсенс на самом деле. И чтобы таких вещей не происходило, именно были задуманы коми-коммунальные технологии, чтобы снова перешло в государственную собственность активы. Соответственно, дальнейшее развитие рассматривалось таким образом, чтобы и коми-тепловая компания вошла, она сегодня, коми-коммунальные технологии являются стопроцентными учредителями, собственниками коми-тепловой компании. И на базе уже КТК и ККТ сделать что? Первое, это совершенно выработка тепловой и электрической энергии. Утилизация твердых коммунальных отходов в тех районах, куда тяжело добраться транспортом. У нас сегодня есть объекты, до которых очень тяжело добраться, которые находятся в низовьях Печоры. Туда можно только по воде или на снегоходах добраться зимой. Вот я буквально вчера вернулся с Вуктыла, поскольку являюсь кандидатом в депутаты от Печорского округа номер 8. Да, Вуктыл тоже входит в зону ответственности. Вы знаете, дороги нету. 300 километров дороги нету. Положены плиты и асфальт с большими пробоинами, с большими ямами. 1964 года на Вуктыле на сегодняшний день, да, добывается газ. Неужели республика и газовики не могут договориться, чтобы сделать эту дорогу жизни? 300 километров. Но вместо этого строится набережная, да, шикарная в Ухте, я понимаю, правильно? Набережная шикарная, да, конечно. Я, правда, то есть это становится визитной карточкой, но сделать дорогу, дорога, кому нужна дорога? А набережная в Ухте, да, это прям вот проект века. Ну, если вот я вышел в народ и переговорил просто с людьми, которые замечательно слушали, которые замечательно делились своими проблемами с человеком, который приехал. Если сегодня рожать, ездят в Ухту, извините, по 300 километров по такой дороге, да, сегодня нехватка врачей, я так понимаю, да, то есть я целиком не входил в этот вопрос, но тем не менее,
А рожать вуктыльцы ездят в Ухту по такой дороге. Я знаю эту дорогу, и, честно говоря... Дорога жизни. Да, это дорога жизни. И, честно говоря, по этой дороге не то что роженица, а ее муж, который ее сопровождает, может родить. Простите меня за это. Совершенно верно, Леонид, здесь точно. Вот. Что касается, вот познакомился с новой своей знакомой Ириной на Вуктыле. Она говорит, вот у меня и супруг работает, и супруг работает, и я работаю. Девочке 5 лет. То есть мы только на ЖКХ и на еду тратимся практически. Да? То есть денег не хватает абсолютно. Два здоровых, молодых, здоровых имеется в виду здоровых, да? Молодая семья. Слетали в Турцию, а мне дочка задает вопрос: мама, а что, нельзя у нас сделать точно такие же цветочницы, такие же красивые клумбы, дороги? Вопросы, одни вопросы. Ведь только что недавно нашли газ, а там газ уже с 64-го года. Конечно, но у них цветочки есть, а у нас нет. Вуктыл, он должен быть оазисом однозначно. 10 тысяч населения, ну, с пригородами, может быть, с деревнями 12. Во-первых, это инфраструктура, это дороги. Дороги должны быть вообще как в Швейцарии там. Почему? Потому что это единственный способ сегодня с большим миром соединиться. Ну, не трястись, извините, 6 часов по такой дороге. Мы с Игорем перед началом передачи разговаривали, и он был начальником смены на ГРЭС, и сказал мне интересную вещь. Там идет такой подбор, ну, человека для экстренных ситуаций, потому что начальник смены — это тот человек, который должен вот очень быстро прореагировать. То есть подбор таких вот шустрых, что ли, да? Там даются специальные тесты, и в общем, это такая как бы очень ответственная вещь. Так вот, что такое отрицательный отбор на самом деле? Вот Игорь не работает больше на Печорской ГРЭС. Я думаю, не он один ушел с Печорской ГРЭС, и не он один ушел из предприятий вот с такими чувствительными процессами, которые ну, потенциально опасны. Отрицательный отбор в том числе это гигантская угроза техногенных катастроф, потому что когда вот такие вот шустрые люди с быстрой реакцией уходят, то получается то, что получается. Приходят люди не такие шустрые, не с такой быстрой реакцией. Правильно я говорю, да? Вот можно это как-то вот развить? Да, совершенно верно. Ну тогда психологи не работали, просто действительно из среды работников выбирали самых шустрых, те, которые могли быстро принимать решения. Да? Что такое блочный щит, допустим? Да, это быстрое принятие решения. То есть на тот момент Печорская ГРЭС была комсомольская стройка. И приезжали, вот обмен опыта сумасшедший был. В том числе наших работников готовили на сирийскую ГРЭС. То есть там точно такие же 210-ки стоят. Да? Печорская ГРЭС 1060 мегаватт, чтобы понимать. Это самая большая сегодня на северо-западе, с запертыми причем мощностями в районе 500 мегаватт. Мы отдельно, может быть, вернемся, если это будет интересно. С запертыми мощностями электроэнергии ГРЭС. Да, действительно, отбирали лучших. Эти лучшие проходили все должности, да, потому что не пройти должность ты не сможешь стать руководителем. Ты должен понимать весь процесс. Сегодня от этого работала система. Сегодня система дает сбой. И вот риски такого рода, они возрастают, как, по мере чего, как я себе представляю. Условно говоря, почему уехал человек из Вуктыла, почему уехал человек из Печоры, почему уехал человек из Инты или из Воркуты. Нету хорошей школы, нету хорошего врача, нету еще чего-то, и человек уезжает поэтому. То есть это вещи абсолютно взаимосвязанные. Вот это вот вымывание людей вроде бы из совершенно другой, из непроизводственной сферы, да, ну вот, чревато катастрофами, снижением объема производства, вообще ухудшением вообще экономической ситуации, хотя вроде бы, так сказать, вот этот учитель, вот этот вот врач и еще кто-то, он вроде как бы сам никакой вот вроде этой стоимости реально не создает, да. То есть это, ну, мы понимаем, насколько взаимосвязанные вещи. Вот у нас здесь в студии присутствует бывший заместитель министра образования Коми, и он может сказать о деградации ситуации в образовании. Я сейчас передаю слово, это Дмитрий Беляев, его все знают. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемый Леонид, Игорь, уважаемые зрители. На самом деле
я бы, конечно, так категоричен не был, что полная деградация, да, в системе образования. На самом деле это не так. Потому что система образования, в отличие от энергетики и других отраслей, она достаточно инертная. Да, то есть она или развивается достаточно ну, не быстро, скажем так, да, ну и разрушается тоже она постепенно. И на самом деле, конечно, есть примеры в Республике Коми, когда квалифицированные педагоги, квалифицированные руководители образовательных организаций, они тоже покидают республику. Я сейчас конкретных примеров, конечно, приводить не буду. Могу привести пример конкретный, ну, частично связанный с этой темой, которую сегодня обсуждаем, на себе. В прошлом году бывший глава Сергей Гапликов вместе со своим вице-премьером Натальей Михальченковой, причем Сергей Анатольевич Гапликов со мной даже не встречался. Сначала они осенью 2018 года направили рекомендацию на меня как на руководителя Охтинского университета. В апреле 2019 года они отозвали эту рекомендацию. Сначала в первом письме было написано, что все хорошо, республика рекомендует. В апреле было написано, что уже не рекомендует, потому что ну, там по разным причинам. И более того, Наталья Михальченкова, она на аттестационной комиссии в Федеральном министерстве, она сказала практически дословно, что вот есть Беляев, мы в нем нуждаемся, есть такой-то, мы в нем нуждаемся. То есть я хочу подчеркнуть, что даже не было встречи с Сергеем Анатольевичем. То есть он даже вообще меня в глаза не видел. Ну вот в таком, да, режиме. Конечно, он знал об моем существовании, но для того, чтобы принимать одно решение, потом другое решение, то есть абсолютно. И я бы, наверное, сказал, что многие, кто уезжают, они действительно потом не возвращаются, потому что инфраструктура социальная для каждого человека, для каждой семьи – это важно. И вот сейчас я послушал Игоря относительно Вуктыла. Конечно, если где-то в регионе есть другие условия, и семье будет сделано предложение, так сказать, супругам уехать. Я знаю, кстати говоря, пример свежий, я не буду называть фамилии. Этим летом уехала семья, оба кандидаты наук, причем высококлассные ученые. Семья уехала в Петербург жить, сотрудники Сакарского госуниверситета. Они или им не было предложено каких-то личных траекторий новых развитий, либо еще что-то произошло. Но они уехали. Я с удивлением узнал, что эти люди, которые всю жизнь прожили в республике и достаточно много научных трудов они имеют, уехали. Семья ученых. Двое. То есть республика потеряла в июле. То есть такие примеры, конечно, есть, и тема очень актуальная. Спасибо, что пригласили на эту передачу. Леонид, простите, пожалуйста, можно вот пока мы не ушли далеко от Вуктыла, просто вспомню одну из... Знаете, я тоже ездил по этой дороге Вуктыльской дважды. В 1989 году и спустя 20 лет в 2009. Тоже очень удивился, что эти плиты там до сих пор лежат. Понимаете, вы сказали, в Вуктыле газ добывается с 1964 года. Сейчас очень модно ностальгировать по Советскому Союзу, и особенно хвалить Ивана Павловича Морозова в контексте Коми Республики, да, в контексте Коми СССР. Когда Иван Павлович стал первым секретарем в 63-м, по-моему, в 63-м году, газ в Вуктыле с 64-го. Иван Павлович ушел в 87-м. Тоже 23 года. Тогда были ресурсы или нет построить эту дорогу? Вопрос скорее риторический. Спасибо. Ну, я, знаете, вам отвечу такой вопрос. А с 93-го, наверное, с 91-го года, когда мы живем уже в другой стране, был момент построить, если не ностальгировать по Советскому Союзу, за 27 лет, сколько у нас с 91-го-то? 29 лет прошло, да? 29. Был момент построить такую дорогу или, во всяком случае, проработать такой вопрос? Особенно главе республики, который, Абсолютно. который сказал, что я вас заставлю жить как в Европе. Помните, да? Все помнят это? Конечно. Нас хотели заставить жить как в Европе, но вот дороги европейские построить нельзя. Вот Дмитрий Анатольевич тут сказал, что он не будет называть фамилии, а я вот не настолько стеснительно, я вот буду называть фамилии. И я назову сейчас фамилию человека, министра, который, я точно знаю, одного блистательного специалиста, который уехал исключительно из-за господина Семяшкина. Я знаю этих людей, знаю конкретного человека в области социальной политики, который организовал блестящую сеть
социальной поддержки общереспубликанскую, самую большую негосударственную систему социальной защиты в республике. 4-жды она подавала документы на то, чтобы лицензироваться, когда был закон о постепенной передаче этих функций негосударственным организациям. И 4-жды значит, по мнимым предлогам господин Семяшкин отказывал. И я буду называть эту фамилию все время, тем более, что он сегодня еще куда-то баллотируется, имеет вот такую, ну, назову это мягко, такую смелость куда-то баллотироваться. Значит, Игорь, а вот ваша недавняя эта поездка по Вуктылу, значит, как вообще, как воспринимается вообще вот ситуация? Ведь там вот Вуктыл, Печоры, я понимаю, что, ну, помимо дороги, помимо всего этого, ведь, ну, безнадежность какая-то, вот полная безнадега. Когда я последний раз был в Печоре, я просто был в ужасе. Вы знаете, Леонид, спасибо за вопрос. Я был до этого в Печоре, да, потом в Вуктыле. Вы знаете, и это не только мое мнение, да, вот слово «безнадега» вот абсолютно отображает ситуацию. Безнадега, какая-то, знаете, безысходность, к которой мы должны сегодня приложить максимум усилий, чтобы эту ситуацию исправить. Для чего на сегодняшний день я стал баллотироваться? Во-первых, я ознакомился с программой «Справедливая Россия». Она мне легла, вот по сердцу она мне легла. Кроме того, что я такой человек, что я не могу сидеть на кухне и смотреть, что происходит с моей любимой республикой, с моей родной рекой Печорой. Вот на сегодняшний день мы даже программу не увидели по электрификации, будем говорить, по речному порту, который в Печоре находится. Ну, нету программы. А как же Северный торговый путь, который бы дал бы сегодня рабочие места? А где углубление реки? Она вся обмелела. То есть раньше, когда в детстве, я еще помню, мы, как портовые мальчишки, бегали, большие суда стояли, морские заходили. А сегодня это уныние. Краны работали, да? И что касается энергетики. Коллеги, на сегодняшний день, к сожалению, в материально-техническую базу, я не могу отвечать за всех энергетиков, и в нее не вкладывают. Ведь на сегодняшний день, вот те 1060 мегаватт, которые на Печорской ГРЭС, как минимум 500 мегаватт заперты, понимаете? То есть ЛЭП, которую 220-ю хотели построить в конце 2014 года сдать, ее до сих пор не сдали. Это вопрос. Я Печору, кстати, знаю, ну, относительно неплохо. По планам Печора должна была стать огромным городом, ну, большим городом, там больше 100 тысяч человек должно было жить, и речная и железнодорожная часть должны были срастись. Ну, ВОЗ и ныне там, то есть эти части сейчас вообще существуют, а между ними вообще, ну, просто какая-то, я даже не знаю, как назвать вот то, что происходит между ними, там, это расстояние, оно там неживое, вот, с ужасной, опять же, дорогой. Когда-то в Печоре был гигантский строительный комплекс, вообще когда-то в республике был гигантский строительный комплекс. У нас здесь в студии присутствует человек, который, ну, мы можем сказать, там, без лишней скромности, построил там половину Сыктывкара. Это почетный гражданин города, строитель Леонид Трапер. И я сейчас дам ему микрофон, он скажет несколько слов о том, вообще, что произошло со строительной отраслью. Больно, конечно, говорить на эту тему, но сегодня ни в Сыктывкаре, ни в республике строителей нету. Как таковых строителей сегодня нету. Но мне могут возразить, вот здесь есть две вроде бы фирмы, типа там СКАТа, там что-то КС Альфа или как-то там еще торгаши с ними. Но это не строители, это люди, которые сегодня привозят рабочих из других регионов России. Своих строителей ни в городе, ни в республике, я еще раз говорю, нету. Все это благодаря нашему великому кормчему, который назывался Торлопов. Я жду момента, когда его освободят все-таки, и хочу ему предложить, чтобы он мне пошил
женщин тут немного, но вы меня простите, мне хотя бы трусы. Вот это я ему могу сегодня доверить. Его надо было посадить бы пожизненно только за то, что он уничтожил. Только за это. Ну и если, идя дальше, взять того же Гайзера, ближе к Торлопову, взять того же Рамаданова, который уничтожал эту же отрасль. Сегодня, вот я могу привести такой пример. В 1982 году меня вызвал начальник объединения, был у нас такой Белоцерковский, а я был тогда начальником домостроительного комбината. И он говорит, я хочу тебя обрадовать, и улыбается. Но я чувствую пакость какую-то, он, так сказать, готовит. Ты знаешь, я долго думал и решил поручить вам строить детские садики. Я говорю, да вы что, с ума сошли, жилье надо побольше. Ну, подумай, жилье у вас и так пойдет, давайте детские садики. И вот с 1982 года, ну я не помню сейчас уже до какого года, каждый год мы сдавали по 2 детских садика. Начиная с 90-го года, вот по сегодняшний день в городе не сдан ни один детский садик. Ни один. Аналогичное положение и со школами. Точно так же он меня пригласил, поулыбался, и мы строили школы. Сегодня некому строить школу. Вы слышали, в орбите 4 года строят одну школу. 4 года. Ну, я слов не нахожу. И сегодня приглашают из Кирова, откуда угодно, а своих людей опять нету. Опять нет. Ну, есть надежда на то, что я думаю, что вот новый, сегодня он в Рио называется, а я надеюсь, что он все-таки будет главой республики Уйба, и определенная группа людей, вот типа меня, мы хотели бы, чтобы он действительно был бы главой республики, потому что он очень серьезно подошел к республике. Вот те люди типа Гапликова, Гайзера, Тордопова, они гробили республику. Гробили в полном смысле этого слова. Но этот человек чувствуется и имеет желание начать поднимать республику. Я больше скажу, я противник Единой России. Это политика, но сегодня не обходится без нее. Я противник Единой России. Больше, конечно, чем все остальные, там КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР. Это все бездельники, это все ворюги. В полном смысле этого слова. Но я считаю, что вот я, когда буду идти на голосовать, я в городе проголосую против всех вот этих 4 партий. Я не знаю, за кого я там буду голосовать, да это и не важно. Но против этих 4 партий я точно буду голосовать. А вот в республике у меня серьезная проблема. Я, например, за то, чтобы сегодня председателем Госсовета Республики была такая Габышева Галина Ивановна. Она сегодня министр национальной политики, это порядочный человек, это местный человек, это человек, который будет относиться к работе добросовестно, а не так, как вот эта вся приезжая братья. И придется волей-неволей голосовать за Единую Россию. Я всех призываю сегодня точно так же проголосовать. И я надеюсь на это. У меня, между прочим, та же проблема. Я тоже очень люблю Галину Ивановну Габушеву. И совершенно не понимаю, как за нее проголосовать. Вот рука не поднимется. Вот. И это просто вот жалко, что она не идет где-то по округу, тогда это еще как-то можно было бы сделать. Значит, Леонид Семенович сказал ведь очень важную вещь. Ведь действительно, строители сейчас, что происходит? Строители строят пришлыми рабочими. Это значит,
вот эти налоги, зарплаты и так далее, непонятно вообще, они попадают они в бюджет, не попадают. Значит, дальше, они строят через фирмы-однодневки, потому что сегодня так это устроено, что вешать строитель, стройку на такое нормальное действующее предприятие с активами, со своим, значит, железобетонным заводом, со своим, в общем, производственным комплексом, это значит почти гарантированно подвести предприятие под банкротство. То есть это, вот, это просто вся система, она нацелена просто на деградацию, она другого выбора не дает. И это, конечно, поразительно. Причем на наших глазах сейчас даже мы видели, что вот строитель, который более-менее новый, вот из новых строителей, который попытался создать производственный комплекс, да, мы знаем Тетра, да, и что из этого вышло? И что это за вышло? Этот человек сейчас, там не будем говорить хороший, плохой, но он сейчас в бегах, и это единственный человек, который попытался все-таки сделать производственный комплекс в постсоветское время. То есть фактически шансов на создание чего-то серьезного, ну, вот буквально не остается. И это в Сыктывкаре, где, в общем, жилищное строительство, ну, есть и рынок, есть покупательский спрос, а Печора, Игорь, ну вот как вам не страшно вообще там, вообще что-то вот там же, ну вот, что там людям можно сказать? Печора, знаете, когда я приехал, она напомнила, вот смотришь старые кадры Москвы, допустим, да, три машинки идет по улице, вот Печора то же самое. Знаете, что бросилось? Вот говорят, в энергетике, да, были большие отпуска, и когда ты приходил, обходил оборудование, да, и вот Виктор Иванович Обухов такой был, да, который прошел тоже все должности и стал директором, да, то есть по старой привычке, да, это еще партийный такой, да, он обходил, здоровался с каждым слесарем, с каждым электриком, да, получал информацию и только после этого проводил оперативку уже с начальниками цехов. Конечно, опустела Печора. Бросилось в глаза это большое количество снесенных зданий, растущий Иван-чай на этих местах пустых, никаких спортивной площадки не оборудованы. Я прошел по местам, там у 4-й школы, у 65-й школы, это другая часть города, я хорошо город знаю, я родился, вырос в этом городе, долго жил, мое становление было, лучшие люди всего Союза обучали и передавали опыт. Тогда это было ну, просто здорово на самом деле, здорово. Сегодня этого не происходит, такого обмена, да, и такого драйва. Ведь мы когда по Печоре только понимание Северного торгового пути может открыть перспективу развития. Это пароходство. Ведь в портах ремонтировали и строили большие, еще раз повторю, морские суда. Конечно, специалистов тяжело будет собрать, но была бы работа, были бы условия. Сегодня ведь гражданам на самом деле не так много и надо. Хорошие дороги, работу. Люди сами, их только не трогать, они сами все сделают. И неважно, вот предыдущий уважаемый, напомните, Леонид Семенович, извините. Леонид Семенович, я совершенно с вами согласен. Ведь в плане того, что людям нужно что? Хорошие дороги, условия, понимаете, условия для проживания, не более того. Они дальше и не мешать, они сами обустроятся, они сами все сделают. Ну, не знаю, что нам мешает? Что нам мешает это сделать? Я не так давно общался с... Мешает, которые у нас сидят на площади. Да. Я недавно общался с... Это не услышите. Я недавно общался с генеральным директором Монди СЛПК Клаусом Пеллером. Он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что мы готовы обучать молодежь, отправлять на дорогостоящее обучение, но мы хотим, чтобы эти люди, естественно, возвращались потом. А с этим проблема, потому что даже ехать обучаться не очень хотят, потому что те, кто нам интересен, кто для нас важен, они не хотят ехать с тем, чтобы возвращаться в Эжву. И здесь вопрос не в том, даже не в зарплате, потому что зарплата будет вполне себе конкурентной и привлекательной. Дело в том, что вот нету какой-то вот очень важной инфраструктуры, которая нужна современному молодому человеку. Я, кстати сказать, с гордостью хочу сказать, что вот Револьт-центр, в котором мы сидим,
Это та самая часть, вот, ну, конечно, маленькая часть, но важная часть инфраструктуры, которая нужна молодежи. То есть это место, куда можно прийти и куда, где может быть интересно и где могут быть удовлетворены какие-то культурные запросы молодого поколения. Я думаю, что если бы мы открыли так подобный центр в Эжве, там, в Ухте, еще в каком-то месте, там, в Уктыле, условно говоря, да. Но, честно говоря, так сказать, вот язык даже не повернется предложить открыть в Печоре, потому что, ну, вот настолько я слабо верю в это место, то это могло бы как-то повлиять на то, чтобы и молодежь оставалась, и молодежь была заинтересована в том, чтобы получить какие-то навыки, какую-то специальность и вернуться на предприятие. Ведь ну, совсем неплохое предприятие, да, Монди с ЛПК. Вот. А если что-то такое, вот есть ли какие-то такие центры притяжения вот в Печоре, в Уктыле? Ну, в Уктыле, понятно, Газпром, а в Печоре, ну что это, ГРЭС? Что еще? Что может привлечь людей в Печору? Ну, возрождение судоходства, еще раз, да, то есть это северный торговый путь, это однозначно, да. Энергетика, которая сегодня, ну, железнодорожный транспорт я не буду говорить. А почему? Потому что, ну, как бы он, хоть и Печора узловая, она всегда была узловая, с ремонтной базой. В общем-то, вот три, наверное, кита, на которых всегда Печора держалась. Да, Печорское речное училище, вы знаете, оно вот по Оленей, по Оби, с Украины очень много было мальчиков приезжающих, которые обучались именно в Печоре. Печорское речное училище считалось вообще высшей степенью. Людей с него ценили, выходцев, да, выпускников, а именно с Печорского речного училища. Сегодня потребность упала, соответственно, то есть это все замерло. У меня был очень интересный разговор с одним из бывших глав Гайзером. Мы как раз были на берегу Печоры, стояли с ним. Значит, это было в Уссыльме, Уссыльмская горка, есть такое замечательное совершенно мероприятие, всем рекомендую хотя бы раз съездить и посмотреть, как это выглядит. Это красочно, это совершенно замечательно. Вот. И вот эта широкая река прекрасная. И я задаю ему вопрос, а вот почему нет судоходства на Печоре? Ну, река огромная, там наверняка ну, по ней как-то можно плавать. Он говорит, ну вот нету, потому что реально сезон навигации сейчас, ну, от силы месяц. То есть представьте себе, вот 12 месяцев надо обслуживать эти суда, надо, значит, их покупать, там это все дорогостоящее, а всего месяц можно использовать. Говорю, в чем проблема? Надо чистить фарватер. В чем проблема? Дорогостоящая вот эта вот история, значит, чистить фарватер. Еще раз, значит, в чем проблема? Как бы у республики нет денег? Нет, нашли бы мы деньги, но фарватер рек не принадлежит республике. Кому принадлежит? Федерации. А что, значит, может республика взяться за это дело? Там сама нет, голову оторвут сразу же. Если я возьмусь чистить фарватер, да, мы заинтересованы в том, чтобы чистить фарватер. Но мне оторвут голову, если я это начну делать, потому что это федерация. Почему не чистит федерация? А кто знает, почему не чистит федерация? Неинтересна федерация это. То есть, понимаете, вся система устроена таким образом, что вот этого вот интереса на местах, даже он есть. Глава республики говорит, я бы это сделал, я бы нашел деньги, я бы сделал это, я не имею права это делать. Вот как это устроено. Вот что вы как кандидат в депутаты, что вы здесь, вот что вы на это можете сказать? Ну, давайте мы немножко отойдем к энергетике сейчас, да. Энергетика замечательная. Та компания Коми-коммунальные технологии, которая была создана и 30% рынка на сегодняшний день имеет. Перспективы какие? Перспективы огромнейшие. Ведь для чего соединяется, то есть было задумано стратегически Коми-коммунальные, КТК и в дальнейшем где-то в удаленном доступе, куда тяжело добраться транспорту, утилизация отходов. Все говорило о том, чтобы понизить тариф для потребителя при объединении, при когенерации, тригенерации, это с выработкой тепла, электричества, с выработкой тепла и с выработкой холода. Это очень интересная на самом деле тема. Следующий момент. Чтобы снизить тариф для наших производственников, если такие будут производства рассматриваться по республике, конечно, это нужно строить ЛЭП 220 киловольт. Конечно, то, которое
осталась в небытие в 2014 году, в конце 2014 года. Соответственно, и тариф будет... Мгм. Вы вопрос хотите задать, да? Нет, Соответственно, все для монополия государства на энергетику, она уже на самом деле созрела. Она уже созрела. Это стратегические вещи, которые государство в свое время упустило. И сегодня на примере коммунальных технологий это можно все увидеть, какие плюсы мы имеем именно в государственной компании. То, что создавали наши еще предки. Я не думаю, что в те времена, когда еще советская власть только начинала электрификацию страны, а на самом деле ее еще царь задумывал, те специалисты, которые были, если бы они на тот момент, да, замечательный доклад Крыжановского, если бы на тот момент, то есть рассматривали энергетиков, кто за единую Россию, кто за справедливую Россию и так далее, никакой бы электрификации на тот момент бы не было, потому что в тот момент 70% специалистов все-таки были сохранены. Почему электрификация шагала большими? Мы говорим о техническом штурме, да, о мозговом штурме. Мы не говорим о рабочей силе. Я вернусь к одному сюжету, который я упомянул уже. Когда потребовалось уволить заместителя главы Ларису Максимову, нашли конфликт интересов в том, что один из заместителей руководителя коммунальной компании, которая, значит, через длиннющую цепочку как-то аффилирована с правительством, является ее мужем. И это, значит, в этом нашли конфликт интересов. Конечно, это абсолютно, так сказать, высосано из пальца, но удивительно то, что у нас в республике этот конфликт интересов цветет и пахнет в очень чувствительной сфере. И этой сфере часто, так сказать, об этом рассказывает вот присутствующий здесь Александр Щиголев. Вот. Этот конфликт интересов, на который почему-то никто не обращает внимания. Александр, я хочу дать вам микрофон. Я так понимаю, речь идет о правоохранительных органах в виде прокуратуры и судебных органах. Да. Ну, еще вот в 2012 году мне удалось в Общественной палате, когда я туда входил, провести круглый стол на эту тему. Правда, я завуалированно назвал этот круглый стол «Нарушение прав граждан на равный доступ к государственной службе». И только когда там собрались с различных ведомств наши госслужащие, тогда они уже поняли, о чем этот круглый стол, и тогда где-то около 30 клановых семей список составил, кто у нас входит в прокуратуру, в суды. Вот в основном это два органа, прокуратура и суда, где у нас имеются просто настоящие семейные кланы. Когда у нас мама судья, дочка судья, зять судья. И я назвал это родственно-половыми связями. И вот интересный просто момент такой произошел на этом круглом столе, когда там сидела как раз одна, ну ей еще 30 не было, уже в полковничьих погонах она сидела. Я знаю, что у нее мама прокурор была в отставке, там папа судья. И она возразила на эту тему и повела в ту сторону мысль, что... А я еще спрашиваю, а вот вы считаете это сами, вы совершенно объективно, исключительно из своих знаний, поступили вот работать в прокуратуру, вас туда взяли. Она сказала, что, естественно, вот я росла в семье, у меня все юристы, и вот я спрашиваю, так, может, вы считаете, что генетически к вам переходят эти знания? Она говорит, а вот и так можно сказать, что генетически тоже это все можно объяснить, что мы росли в семьях юристов, у нас вот родители, все это перешло как бы по программе такой. А я тогда говорю, скажите, а как вы тогда объясните, что с таким же успехом судьями, прокурорами становятся не только дети, но становятся жены, становятся зятья, становятся любовницы? Я говорю, тогда следует вам признать, что опыт знания профессионализма переходит не только генетическим, также и половым путем. Ну, на это она уже ничего не смогла ответить, конечно. Но вот эта тенденция, она у нас продолжается. Все эти коалиционные коллеги – это просто фикция. Когда уже подросшему сыну, внуку, который закончил юрфак и отработал 5 лет где-нибудь помощником судьи, у них уже место судьи приготовлено. Вот хороший пример можно взять в Ижевском суде. Был там такой судья Тарабукин, он очень много лет проработал. Как только он ушел в отставку,
в этот суд пришел в его кабинет, за его стол, его сын Тарабукин. Ну, то есть мантия фактически у нас передается по наследству. И вот эта тенденция, я считаю, она, в принципе, очень вредная и опасная, потому что у нас уже не столько суд и прокуратура, сколько у нас уже клановое сообщество, которое вот дружит с семьями, которыми вот варятся в своем исключительном котле, куда вот посторонний человек, он просто никаким образом попасть не может и не попадет. И вот эта тенденция, она приводит к тому, что у нас и законность, и правосудие, оно зависит не столько от того, что у нас записано в законе, а оно зависит больше от того, кто ближе вот к этому клану, у кого есть больше связи с этим кланом. Когда Манька, уборщица с Ванькой слесарем судится, да, тогда, конечно, правосудие у нас торжествует. Если, конечно, там кто-нибудь не вызовет у судей антипатии. Но когда есть какой-нибудь интерес уже более сильный, вот взять также вот вашу супругу, Игорь, а я знаю, что в суд же подавали. Вот несмотря на весь тот маразм и абсурд увольнения, ей же отказали в восстановлении. Правильно ведь, да? Да, совершенно верно. Хотя очевиден этот абсурд увольнения, всем нам очевиден. Но поскольку это клановое сообщество, которое повязано, соответственно, уже и с исполнительной властью, все это прошло, как будто все это справедливо. Вот на этом фоне, вот мы с Леней уже сегодня, я ему говорил, был такой Габриэле Данунцио, итальянский авантюрист, герой Первой мировой войны. И после Первой мировой войны, когда была спорная территория, город Фуэте между Венгрией и Италией не могли поделить, он тогда высадился со своими 2000 сторонников, захватил этот город, и 1,5 года он был там диктатором, причем диктатор самого демократичного в мире государства. Там все решал народ. И вот они судили, у них не было законов, они судили по инстинкту справедливости. Вот в наших судах сейчас этого инстинкта справедливости вообще не наблюдается. А вот лучше бы мы отошли от всех законов, а судили бы действительно по инстинкту справедливости. Это было бы самое лучшее правосудие. Спасибо, Александр, замечательно совершенно. Вот действительно, я читаю материалы и понимаю, что значит, вот причины увольнения, которые были изначально, да, они ведь в конце концов испарились, правильно? В общем-то, да. Сегодня ситуация практически, ну, если вы меня спросите, да, вот как человека со стороны, когда сильный, умный человек, грамотный, сегодня лишен вопросов, во-первых, работы, и, во-вторых, вопроса воспитания маленького ребенка. Маме было отказано, это абсурд, самый натуральный. Маме было отказано в воспитании ребенка. Я просто зачитаю, позволю зачитать одно из апелляционных представлений, выводы, если вы найдете время послушать. Ответчик на момент принятия решения о привлечении Максимовой к дисциплинарной ответственности в виде увольнения достоверно знал о факте наличия у истицы ребенка, не достигшего возраста 3 лет, поскольку в апреле 2018 года она в соответствии с требованием статьи 8 Федерального закона номер 203 Федерального закона предоставила справку о соблюдении ограничений и о доходах данного несовершеннолетнего ребенка с оказанием даты его рождения. В соответствии со статьей 7 части 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации, в Российской Федерации как социальном государстве обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Инвалидов, пожилых граждан, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Отказ предоставления отпуска по уходу за ребенком Максимовой Ларисе Владимировны нарушает ее право на закрепленную в статье 38 Конституции Российской Федерации государственную поддержку материнства и детства, семьи и право на заботу о ребенке и его воспитании. А здесь на основании изложенного, руководствуясь статьями 320 и 320.1 ГПК РФ, прошу
решением Сыктывкарского городского суда от 15 августа 2019 года по иску Максима и Ларисы Владимировны, главе Республики Коми, администрации главы Республики Коми о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации вынести новое решение об удовлетворении исковых требований Максимовой. Прокуратура. Это вообще поразительная история, понимаете? Но она на самом деле очень говорящая, вот почему. То есть, когда человека увольняют вот за такое, там, да, за то, что там она не вышла на работу, там, находясь в законном отпуске, это просто на самом деле гигантский плюс. Это означает, что ну, вот просто уже совсем не к чему было придраться. Ну просто вот от слова совсем. Вот. И, конечно, большой респект Ларисе Владимировне, что она ухитрилась проработать на таком посту, где перед этим посадили просто, так сказать, вот буквально всех, вот, а к ней вот, предъявили претензии такого характера. Но это ведь мало что меняет, по большому счету. Ну да, мы смеемся, это абсурд. Но она по-прежнему не восстановлена, и она по-прежнему не работает. По-прежнему работает гапликовская команда, по сути дела. Да, вот. так и есть. И, к сожалению, вот тут Леонид Семенович говорил о том, что вот он хорошо относится к в Рио главы Уйбе. Он действительно выглядит достаточно симпатично, но мы не видим, понимаете, мы все делаем авансом. Сейчас нам предлагают за него опять-таки проголосовать авансом, потому что мы не знаем. Мы не знаем, так сказать, где его команда, кто эти люди. Вот. И это результат, на самом деле, тут тоже даже его вряд ли можно винить, но это результат работы вот этих технологов, которые приехали. Они, значит, скорее всего, так сказать, их рекомендация заключается в том, чтобы не предъявлять контуры никаких команд, потому что ну, кто-то кому-то понравится, кто-то кому-то не понравится. Лучше вот так вот быть некой абстракцией. Но это ненормально, опять, это еще раз ненормально. Мы продолжаем верить на Асова, мы продолжаем покупать кота в мешке, мы не знаем, что мы делаем. Я, честно скажу, я совершенно не против Уйба, он мне так вот чисто визуально тоже нравится. Но мне не нравится вся ситуация. Мне хочется видеть конкретных людей, которых я знаю, людей из республики, вот таких, как Игорь Максимов, таких, как Дмитрий Беляев. Я понимаю, что это за люди, я понимаю, откуда они взялись и что они собирают. Таких, как Александр Щиголев, который не боится, на самом деле, будучи юристом, говорить такие вещи, там, да, это надо иметь незаурядную смелость. Вот. И при том, что мы всю жизнь с ним там, находимся в каком-то конфликтном состоянии, как бы я бы за него точно... Кстати, у меня есть возможность за него проголосовать, потому что он оказался в моем округе. Вот, значит, впервые. Потому что вот именно потому, что он делает это и не боится. Да? Значит, совершенно конкретный, понятный человек. Вот. Мы имеем сегодня целую кучу непонятных людей. Весь город обклеен непонятным. Я отлично отношусь к Васе Ложкину, замечательный художник. Вот, но это просто я не понимаю, что это такое. И, кстати сказать, в Печоре тоже такая же история, тоже все обклеено там Васей Ложкиным или что? Ну, там преуспела, конечно, наверное, Родина, поскольку у нее, похоже, финансирование самое большое. Да, на самом деле все вот эти баннеры, которые бросаются, обклеиваются, да, то есть нужен закон абсолютно, потому что те же ЖКХ сегодня, которые работают, да, то есть по отклейке на дверях и так далее, ну это неправильно, потому что вид города моментально просто сумасшедшее превращается в какую-то свалку вот этой литературы. И ведь людям до такой степени сегодня, вот я общался и на Вуктыле, и в Печоре, и здесь я очень много общаюсь, то есть людям до такой степени вот эта реклама вся надоела. Они говорят, ну уже бы закончилось, все, давайте выберем. Будем жить, не будем, мы не знаем. Да? И веры сегодня абсолютно нету ведь. Ведь смотрите, на 4 года выбиралась определенная Госсовет, допустим, да, то есть, а почему мы сегодня не спросим, кто что сделал? Почему мы не спрашиваем? Вот смотрите, на работе, я прихожу на новую работу, у меня испытательный срок в лучшем случае 3 месяца, коллеги. Вот 3 месяца у меня. А почему здесь 4 года люди пробыли, да, мы не спрашиваем, 5 лет, да, 5 лет пробыли, спасибо. И мы не понимаем, а что они сделали, а почему, где отчетные собрания, да, то есть вот четко по пунктам, что обещали? Обещали зарплату «Единая Россия» $3800, помните? Программа 2020. Где деньги?
Где деньги? Покажите. Покажите моим вуктыльским коллегам, печорским коллегам, где DRI-800? Покажите. Вы же в 2020 году обещали. А если не можете, зачем обещаете тогда? Зачем вот это вот? К чему? Ведь люди же, у нас, вы знаете, такие добрые, доверчивые люди до сих пор, даже несмотря на ситуацию. Что в Уктыл я приехал? Вообще радушные просто. Там сарафанное радио работает моментально, вот честно. Я обошел и главпочтамп, и в церковь сходить. Церковь, кстати, достаточно намоленная. Действительно, ей 20 лет, деревянная, такая энергетика сумасшедшая. Я вам скажу, не во всех церквях такая энергетика. Не будем сейчас эту тему поднимать, но это правда. Это правда. Почему не выполняются обязательства? Вот господин Семяшкин. Это же команда господина Гапликова. Ну, посмотрите, при всех правительствах было. А что мы сделали? Я попробовал в министерство записаться, да, в пандемию. Меня и близко не пустили, хотя ребята стоят, курят, извините, а вышли на солнышке, греются. В лучшем случае отписали, решайте в суде, мы, если что, поможем. А вы тогда зачем как министерство, извините? А что вы сделали для населения? Что конкретно? Покажите примеры. Сейчас мы зайдем в Госсовет, да, замечательно. А может, хватит там чиновников-то уже, которых мы знаем и которые ничего не сделали? Может, туда производственниками, как Игорь Максимов, разбавить? Чтобы он спрашивал, как по электрической схеме. Знаете, две вещи, которые мне нравятся в жизни. Это устав гарнизонно-караульной службы, где можно человека убить. Правда. Охраняя свой пост. Я его отлично знаю. Почему? Потому что ответственность огромная была. Я в боевых войсках служил. И второй – это нарядная система. Потому что, когда ты осуществляешь допуск, ты понимаешь, как руководитель, там дальше смерть, понимаете? Смерть. Там шутки прекратились. А здесь что такое? Наобещали с 3 короба. Замечательно. 5 лет прошло, значит, извините, что-то там поделали. В носу, что ли, поковырялись, непонятно. И еще на 5 лет мы вас будем кормить. Это что такое? Ну, вот примерно так. Эмоции вышли, извините. Отлично просто. Здесь присутствует у нас... Я вас дополню. В семье не без урода, понимаете? Будем работать. Нет, но я хочу сказать, между прочим, если кто-то в Госсовете шум поднимает, то это как раз единственный представитель «Справедливой России» Татьяна Саводина. Не, это правда. Это правда. Есть единственный, кто... Кстати сказать, вот... по ее округу, кстати сказать, в городском округе идет присутствующий здесь Михаил Казанцев. И он, это один вообще тяжелейший округ. Вообще интересно послушать. Вот тоже такое вот безнадежное место, как я понимаю. Значит, вот, ну сейчас я ему дам слово, я дам слово, он что-то скажет. Если кому интересно, 2-й лесозаводской округ. Это практически весь лесозавод, и там Кочпанчит. Вот. Раз уж Леонид начал с этой предвыборной кампании, расскажу. Я объездил на велосипеде в течение нескольких дней практически весь лесозавод, захватил чит, раздал 200 газет, говорил людям об основных наших тезисах, вот. Убеждал приходить на выборы, чтобы осталось поменьше чистых бюллетеней. Чистый бюллетень – это лишняя возможность для фальсификаций. Сами знаете, с чьей стороны. Люди знают, с чьей стороны возможных фальсификаций. Вот. Ну, я так понимаю, ты меня пригласил поговорить об отрицательном отборе в журналистике. Понимаете, вот мы говорим об отрицательном отборе в Республике Коми. Республика Коми – это часть, пока еще часть нашей огромной страны, а журналистика – небольшая часть вот всего, что формирует нашу повседневность. Да? И, понимаете, в стране, которая переживает системный кризис, а Россия, по моему убеждению, переживает системный кризис, когда рассыпается буквально все, включая спутники и внешнюю разведку, а собственных граждан травят новичком, надеяться, что какая-то отрасль останется в стороне, не затронутая этим кризисом, трудно. Сейчас мы переживаем ужасный год, и мне бы очень не хотелось вообще поминать кого бы то ни было в негативном ключе. Вот. Но с одной историей, совсем недавней, хочу поделиться. Открываю одну из 3 газет,
которые без спроса сыктывкарцам кидают в ящики почтовые, нахожу интервью какой-то заезжей знаменитости, даже не помню чье. Дохожу до последнего вопроса. Вот жаль, что у нас сейчас маленькая аудитория. Думал, будут, может, молодые журналисты. Вот тогда обращусь к другим. Такой вопрос. Вы помните школьное определение риторического вопроса? Что такое риторический вопрос? Вопрос, который не требует ответа. Когда задающий его и вопрошаемый только разводят руками, понимая, что ответ на вопрос очевиден. И вот я дохожу до последнего вопроса интервью и читаю, цитата. «И напоследок риторический вопрос. В чем смысл жизни?» Естественно, ответ на этот вопрос, он идет почти на всю колонку, и понятно, что каждый может дать на этот вопрос свой ответ, абсолютно уникальный. Вот, понимаете, вот такое катастрофическое падение профессионального уровня. Вот. С одной маститой журналисткой мы делили полгода кабинет в Красном Знамени. Опять-таки не буду называть имя. Но мы ее знаем. Я думаю, она узнает себя. В одной заметке, посвященной несчастному случаю об охоте в окрестностях Воркуты, она допустила словосочетание «таежная охота». Понимаете, ну такие вещи должны чувствоваться. Это даже не вопросы знания географии там, или филологии. Это вот на автомате должно срабатывать. Потому что там в Воркуте там еще на 100 километров на юг, как минимум, это сплошная тундра. Никакой тайги там нет. Вот. Что еще? Вот. Об антигероях обещал не говорить, а вот о достойных людях скажу. Они, к сожалению, не только выдавливаются из профессии. Вот, увы, уже нет с нами Владимира Овчинникова, Бориса Суранова. Вот появится, вот сейчас есть ли такой второй Суранов или появится в ближайшее время? Вряд ли. Печально то, что нет запроса. Жив-здоров Сергей Сорокин. Думаю, что вы помните бывшего единственного главного редактора газеты «Зырянская жизнь». Напомню, что «Зырянская жизнь», газета пользовалась бешеным успехом в Сыктывкаре, она издавалась всего 2 года, с 2004 по весну 2006. И она бы могла еще и дальше издаваться, если бы не произошло то, что можно назвать проявлением трусости и предательством самого себя. Газету закрыл ее собственный издатель под прямым давлением из Желтого дома. Прошло уже достаточно много лет, я сейчас могу об этом рассказать. Я могу это утверждать, потому что оказался невольным свидетелем часового и очень нервного телефонного разговора Сергея Сорокина с этим издателем. И в течение этого разговора несколько раз поминался один чиновник из Желтого дома, который сейчас один из ключевых фигурантов Гайзергейта. Этот чиновник упоминался не иначе, как главный заказчик закрытия газеты. Вот. Ну хорошо. Вот. И что я хотел еще сказать по этому поводу. После этого, как вы знаете, этот издатель сделал неплохую политическую карьеру и сейчас продолжает ее делать. Вот. Потом вы помните, как травили Красное Знамя. То есть, если говорить об отрицательном отборе, то тут можно говорить не только о выдавливании профессионалов, но и об исчезновении целых изданий. Спасибо, Михаил. Нет, из БНК здесь нету никого. Михаил, я вас дополню. Вот находясь в Печоре, да, Печорское время, помните, такой Ленинец газета была. Я в свое время сотрудничал, громко сказано, да, во всяком случае, маленькие статьи писал, заметки такие, насколько меня хватало, тренировался, да, и делал фотографии, да. То есть у меня все фотографы были мои знакомые. Это и Сергей Гаевой, Сергей Иванович, он сегодня работает, и, значит, и Пысина, редактор газеты. Но дело в том, что когда я приехал в Печору вот, в прошлый раз, да, то есть Печорское время, оказывается, уже не находится по Печорскому проспекту. Оно уже находится на Ленинградской, и печатается она почему-то в кировской типографии. Количество, по-моему, 5000 экземпляров. Понимаете? То есть, когда Сергей Иванович запускал, это действительно с большой буквы, человек, который знал 2 языка, знает 2 языка, он и сегодня знает, да? То есть он запускал от и до
выпуск газеты, начиная, да, то есть все процессы знал. И сегодня они просто как статисты находятся на Ленинградской. Да, замечательные, молодые там пришли, я уже их не знаю, конечно, но познакомился. Сидят просто уже как статист. То есть уже как таковой газеты нету, она печатается еще раз, даже не в Сыктывкаре. Она почему-то печатается в Кирове. А нашим что, работа не нужна? Нашей типографии. Но всегда можно договориться, я думаю, по оплатам, или там, если они по 200, какому там, по 44-му федеральному закону, все равно можно выйти, или по 289-му. Игорь, у нас остается мало времени. Скажите еще несколько слов, каких-то таких жизнеутверждающих, вот о том, как у нас закончится отрицательный отбор и как начнется позитивный отбор, положительный. С чего? Вот давайте вы станете там одним из первых кирпичиков этого нового положительного отбора. Да, если меня выберут избиратели. Да, вот скажите, ну вот расскажите о том, как это произойдет, как вы это видите? Ну, если мне, допустим, не допустим, а окажут доверие избиратели, хотя я мало представляю сегодня лицо как не медийное, в отличие от наших министров, разрекламированных везде, и в администрации и так далее. Я, конечно, скажу, я буду работать через предпроекты, я буду работать с людьми. Вот я на Вуктыле был, 3 раза уже местоимение, я не совсем правильно. И одна из женщин мне сказала, когда я говорил, я, наверное, второго депутата вижу вот такого, который ходит в народ, разговаривает, проблемы спрашивает. Действительно, обошел весь Вуктыл уже, посмотрел, где, чего, как, какие трудности возникают. Вот, поэтому это непосредственно не работа с избирателем, это не просто слова должны быть. Знаете, вот как у бухгалтера, если они, не просто цифры, да, они живые, тогда он определенный драйв получает. Вот драйв надо получать от всего абсолютно. Когда ты приходишь в спортле, когда ты на работу приходишь, предпроект делаешь или проект, если ты это получаешь, тогда совершенно другой стимул, это правда. То есть это нужно полюбить. Вот. Первое. Работа с избирателем. Но она как-то звучит, наверное, номенклатурно. Работа с людьми, теми людьми, которые тебя выбрали. Те проблемы, которые решать. И если ты не можешь эту проблему решить, нужно об этом говорить. Каким образом мы будем решать? А не обещать, что через 5 лет я снова переизберусь, и уж точно мы заживем. К сожалению, это уже какой период? 4-й период, да? Когда мы людей переизбираем, и многих, там, 15 лет вот министр у нас есть, находящийся. Улучшений мы не видим. Ну, хоть бы какое-то улучшение показали бы. Сегодня это открытость, во-первых, доступность, работа с людьми, которые тебя избрали. И, конечно же, нужно небольшое лобби, именно те предпроекты, которые могли бы внести рабочие места на тот или иной объект. Да, что Вуктыл, как там Семяшкин пообещал, что там будет, значит, горнолыжный курорт. Ну, коллеги, надо же как-то по-другому это. Я, может быть, сейчас неправильно делаю, извиняюсь, апеллирую фамилии, но прежде чем что-то сказать, тем более министру, надо же думать об этих вещах. То есть предпроект однозначно. Предпроект, который нужно выносить на центральную власть, с которым нужно глобальный проект, да, и решать это совместно. Понятно, что мы можем попросить сегодня денег, да, республика попросит денег. Ну а дальше что? Мы их съели. Дальше что? То есть нужна система, инфраструктура нужна, нужны рабочие места, нужно производство. Сегодня по производству никто даже, посмотрите, предприниматели же все отъехали на самом деле. Выехали. Выехали в основном, я даже вам вектор расскажу. Это города-миллионники, где проще делать бизнес на самом деле. Это Пермь, это, значит, ну, частично Киров, это Питер, Санкт-Петербург. Это Ярославль, там целые диаспоры уже северные, да, Кострома. Работы нету. Вот дожились. Работы нету. Ну, мы близимся, наша передача близится к концу, и да, мы не близимся, нет, у нас все хорошо. Значит, у нас в студии присутствует раз, два, три или четыре кандидата в депутаты Государственного Совета. И я вот что хочу сказать. Мы очень много говорим о том, кто будет нашим главой, а я вот верю в парламентаризм. Я считаю, что не так важно на самом деле, кто будет главой,
если будет хороший парламент, Какая то, команда будет? если в парламенте сменятся вот эти вот, не хочу ругаться, замшелые лица, и придут те лица, которые мы видим сейчас в студии, то кто бы ни был главой, его заставят шевелиться. Его заставят, его жизнь заставит шевелиться, или его уберут, там, неважно. Мы видим сейчас по щелчку, глава там убирается, ставится новый, неважно. С парламентом так сделать нельзя. Я очень верю, что отрицательный отбор, который годами, нет, даже десятилетиями практикуется в нашей республике, прекратится тогда, когда в нашем парламенте окажутся новые лица. Лица, которые попадут туда в результате положительного отбора. И я вижу эти лица сегодня в зале. Спасибо, друзья. Давайте проголосуем за положительный отбор. Это было ток-шоу «Отрицательный отбор». Вот. Но я хотел сказать положительный отбор. Спасибо. Спасибо.